Этой осенью гражданку на военную форму сменят более 200 ребят из Ингушетии. Все они будут проходить службу в сухопутных войсках Национальной гвардии и воздушно-космических силах. Рамзан Угурчиев уже прошел медкомиссию. Никаких нареканий у него нет. Решение отправиться в армию изъявил сам. Есть обязанность пойти отслужить, это все. Решил пойти отслужить, чтобы в дальнейшем, чтобы легче было получить военный билет. Медкомиссию прошел, все документы собраны, осталось только дождаться отправления. Уже знаешь, какие войска ты попадешь? В сухопутные войска, говорят. Отправляемся служить в Санкт-Петербург, сухопутные войска, 21 числа. В ряды вооруженных сил РФ отправится 130 тысяч человек со всей страны. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Из Назрани и Назрановского района осенью призываются 90 новобранцев, половина из которых уже отдает долг родине. Призывная кампания идет по плану подготовки. Мы справляемся с заданием, установленного округом Южным. Сколько уже отправилось? Порядка 45 человек. И преимущественно какие войска? Преимущественные войска, у нас как подразделения разные, они идут сухопутные войска, военно-космические войска, ВМФ, военно-морской флот, пехота морская, разные войска. Явка молодых людей в рамках осеннего призыва хорошая, отмечают в военкомате. Многие приходят сами, не дожидаясь повесток. Пока у них есть возможность отслужить только год. На военную службу этой осенью призываются граждане от 18 до 27 лет. Утвердят закон, что будет до 2 лет, призывной возраст до 30 лет. Изменения сейчас статьи 21.2 и 21 до 21.6 КоАП РФ. Порядка 20 тысяч штраф на уклонистов. А на юридическое лицо, должностное лицо органа, который работает, до 400 тысяч рублей, которые не оповестили работников, сотрудников своих. Завершится осенняя призывная кампания по традиции в конце года, 31 декабря. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.